Изенер прайзна опис взырат шабас хаккастыльның уроктарын, анандар сынықтап шапсып дегетоқсты. Оксана. Мына сырырның текст. Хыгыразар пір предложение и шоқтыз бодырыпстыр. Шоқтызып одырыпстыр будем обсуждать. Шебе? Чехыгырмар. Хунших таңды ағбанзар паршатхан одырыр. Ага. Так, и дальше еще одно предложение. Пар аның хады. Пар аның хады. Ага, все. Сосед завтра, оказывается, едет в Абакан, езжай с ним. Так, ну давайте. Хонжих таңды ағбанзар паршатхан одырыр пар аның хады. Так, кто подскажет, где здесь нужна поправочка? Евгений, сможете где-нибудь поправить? Может быть, Наталья? Вот смотрите. Паршатхан одыр. Одыр, там вот этот аффикс в будущем времени, он не нужен. Знаете почему? Одыррар, да? Мы сказали бы одыррар, если бы вот это слово убрали бы. Ну, это вне контекста. Паршатхан одыр. Это настоящее время, как бы, да, паршатхан одыр. Он едет, оказывается. Ну, вот, да. Завтра, но все равно как бы действие будет совершаться в настоящем времени, как бы действие завтра, паршатхан одыр, совершается в настоящем времени, как бы. И поэтому здесь аффикс не нужен. Пар анан хадем. Вы сказали правильно, но мы поправим только пунктуацию. Анан хада. Вместе с ним. А так все верно. Хонжих таңда бунзар паршатхан одыр, пар анан хада. Так все правильно. Все анандар. А если вчера ездил, оказывается? А вот если... Давайте построим уже в прошедшем времени. Хонжих киже ахбанзар, но там уже в прошедшем времени. Как вы скажете, вот надо употребить вот это в прошедшем времени. Одыр остается. Пар – корень слова. Парган чатхан. Во. Чатхан уже не надо. Вот смотрите. Хонжих киже. Парган одыр. Хонжих киже ахбанзар парган одыр. Сосед вчера в Абакан, оказывается, ездил. Было бы. Но я пока не буду поправлять, что есть. Допустим, да, оставим. Понятная идея? Хонжих киже ахбанзар парган одыр. Склоняется только парган одыр. А если в будущем времени, вот это убираем, как скажете, поедет. Таңды парыр. Вот так будет. Парыр одыр, совершенно верно. Хонжих таңды ахбанзар парыр одыр. Он завтра, оказывается, поедет в Абакан. Намерение поездки. Парыр одыр. Парырзын уже. Парыр. Зын. Парыр. Опять в будущем время. Зын. Это уже обращение к кому-то вы обращаетесь. Син парырзын, да. Зын – это аффикс второго лица. Парырзын анын хаде. Онжих таңда бансар парыр одыр. Парырзын анын хаде. Вот теперь это в будущем времени. Понятно? Так, я все вручаю. Мина пар. Ага. А вот вроде мы как на прошлом занятии разбирали эти пары странных глаголов, которые странно себя ведут. И я поняла, что именно второй глагол должен принимать лицо, ну, время. То есть я бы, например, это предложение поставила так. Пар, одыр, щат, или одырар, там, или вот последнее бы слово из меня стало. Вот смотрите, Наталья, как то тогда тут разобраться? Держите, пожалуйста, при себе хорошо. Мы сейчас дойдем до конца, и я отвечу на этот вопрос. Да, это как раз в моем примере, когда я спрашивал, вот, там была такая ситуация. Ага, вот потом. Киллер, допустим, парыр син таңды парыр одырзын.
Таңды, да, вот, допустим, таңды Ахбанзар парыр одерзен. Ты завтра, оказывается, поедешь, да, в Абакан. Тогда вот син парыр одерзен. Парыр, одер, и одер здесь уже пристегивается аффикс зен. Не парырзен одер. Син таңда Ахбанзар парырзен одер. Тоже верно. Син Ахбанзар таңда парыр одерзен. Тоже верно. Ну, давайте ниже разберем, хорошо. Потому что там чуть сложновато. Анандар. Олгам сочинение Пасчатхан Одр. Мой сын сочинение, кажется, пишет. Да, тут совершенно все верно. Олгн, сочинение Пасчатхан Одр. Все хорошо. Так, Анандар. Кюныңсай ирде 5 километров шуртур. Каждый день вечером по 5 километров ходи. Совершенно верно, правильно схватили ощущение шуртур. Ходи, да, совершает действие каждый день. Орте. А смысл имеет хотя бы ходи. Тут Входит? шуртур, да, ну, смотрите, ходи, тут, знаете, вот шуртур. Хотя бы ходи. Можно так перевести? Можно, да, шуртур, 5 километров шуртур, да, шуртур, но тут момент такой, знаете, надо, чтобы это совершенно постоянно, чтобы это действие постоянно совершалось, шуртур, ходи, каждый день это делай, шуртур. Если сказать кнузе ерда 5 километров шур, как бы это понуждение, что каждый день вот ходи обязательно, вот я тебе приказываю, да, шур. Шуртур, совершая это действие. Ну да, есть контекст, желательно, хотелось бы, чтобы это было постоянно. Это нет такого прямого указания приказа. Да, шуртур – желательность, шуртур – пожелание. Хотя бы, вот в этом смысле. Кунусай ирда 5 километров шуртур. Шуртур, допустим, хотя бы ходи, да, ну надо это сделать, вот, да, вы уговариваете кого-то, а он не хочет слушать вас. Я говорю, шуртур, ну, кирак надо, да. А если сказали бы щур, это уже беспрекословно, у него выбора нет. Кунусай ирда 5 километров щур. Все, послушание как бы там уже, да, другой вопрос. Но это вы приказываете. А шуртур – это как бы ваше пожелание. У вас нет жесткого приказа, но вы хотели бы, чтобы это было, да. Ну, примерно понятно? Так, дальше. Да. Чугурып киль. Бегом возвращайся. Как бы, да, верно. Шугур киль, допустим, вы... Да, шугур киль, верно. Но вот этот «эт» мы потом будем разбирать. Не дошли до этого аффикса. Шугур-киль. Шугур-киль просто беги. Шугур-киль, да, возвращайся бегом именно этот контекст. Вы сами придумали или где-то списали из вопроса? Ну, это по 48-му уроку я смотрела и делала. Придумала, хорошо. да. Да, Там это хорошо. по вашим примерам. Да, сейчас. Кинде магазин да албал. Книгу в магазине возьми. Да, кинде магазин да албал. Но смотрите, албал, я, помните, я вам говорил, что это разговорное. Это разговорное, а все равно надо написать алып, ал. Это литературно грамотное. Вот так вот. Я в скобки возьму албал, это не ошибка. Если скажете кинде магазин да албал, вот я так говорю в жизни, но пишу албал. Албал уже не пишу, это уже пока не принимается. Потом, может быть, примется, но пока не принимается. Это считается за ошибку. Хотя в разговоре, еще раз говорю, что это не ошибка. В разговоре, но в тексте считается за ошибку. Дальше. Пюн чахсы тоган мал. То же Сегодня самое. хорошо пробовать. Да, то же самое. Как написали бы? Тоган и пал. Пюн чахсы тоган пал. Да, сегодня хорошо поработали. Пастып матып сагын мал. Пастып матып сагыныp ал. Наверное, да. Постып сначала подумай хорошо. Сагыныp ал. Хорошенько подумай. Постып матып сагыныp ал. Да. Матып сагыныp ал. Ага, сейчас. Так, дальше. Пар көр бал хайды палылар.
Угу. Иди посмотри, где дети. Паркюрбал, хайди балалар. Көріп ал. Да. Бар көріп ал. Хайды балалар. Паркюрбал, хайди балалар. Ну, давайте так двоеточие поставим, ну, для понимания. Паркюрбал, вы приказываете, иди посмотри. Паркюрбал, хайди балалар, где дети? Может быть, Киль тапочка. Так, ага, давайте дальше. Киль тапочка кис. Кис сал. Астамах сал. Югре пызыр сал. Иди тапочки надень, продукты положи, суп приготовь. Да, понятно, это приказной тон. Киссал, одень, чтобы это было сделано. Астамах салсал, да, разложи пищу или продукты, да, чтобы это было сделано. Югре пызыр сал. Приготовь еду, да, суп, да, чтобы это было сделано. Контекст пызыр сал. Это модификатор исполнения, обязывающий к исполнению. Так, чем дальше? Перениме тадлых итпир. Что-нибудь вкусное сделай, пожалуйста. Да, все правильно. Принима тадлых итпир. Но тут лучше тадлых ниме лучше тогда. Так будет. При тадлых итпир. Просишь кого-нибудь, да? При тадлых итпир. Все, так, все. Правильно. Целик кибелис паскюр. Попробуй напиши красивый стих. Да, уж так. Целик кибелис паскюр. Напиши красивый стих. Да. Давайте я тут допишу. Целик кибелис хакаста паскюр. Попробуй напиши красивый стих. Хорошо? Ну, как бы дополнение вот, хакаста по-хакасски. На хакасском или по-хакасски. В переводе и так корректно. И нектар щадепал. Так. И нектар щидепал. Во, щидепал, да. А теперь смотрите, и нектар щидепал. У кого-нибудь вопросы есть по этой фразе? Вы смотрите, это же кому-то обращаетесь. Когда спереди чидепал, а тут сюрисал будет, наверное. Так, сюрипал. Ну, щидепал, догони коров, ну, сама идея его правильная, но смотрите, щидепал, нектар. Слово «энектор» в каком падеже? Оно требует аффикса, помните там? «Не». Допустим, там же, смотрите, за скобкой, точнее в скобках аффикс «син» стоит. «Син» энекторный щидепал, да? Субъект, его нет, он не назван, но тем не менее он есть. Имеется кто-нибудь, да? Кто-то должен кого-то догнать, коров. Коров, это же корова, это же уже не субъект действия, а по отношению к нему совершается какое-то действие, правильно? То есть коров надо догнать. И вот действие по отношению к чему вы совершаете действие обязательно требует аффикса обвинительного падежа. Не. Вот. Так, подождите, дайте я еще раз. Так, аффикс, таблица. Так, таблица Кирче, да? Кирче. Так. Вот, категория притяжательности. Так, син, кого, кемне, так, уларне, так. Сейчас, подождите. Векторные. Не здесь. Так, падежи. Ну ладно, потом я... Падежей тут нету, блин. В общем, запомните, что еще раз ситуацию, что если по отношению к какому-то объекту совершается действие какое-то, не сам объект, а вот энектор это действие к нему совершается, да, син кто-то, тогда вот этот энектор в обвинительном падеже не, вот, обязательно надо. Так, дальше. Хайди шухтан шазын ижезын пабызын хады сағын шат.
Посиди, подумай, как разговариваешь с родителями. Мгм. Так, теперь давайте просклоняем. Смотрите. Хадишох. Шохтан чазом. Тут все верно. А теперь же по Б. Же по Б. Вот смотрите. Же по Б. Вот корень слова. А если корень слова, значит склоняется только по Б. Же уже не склоняется. Последний. Да, только последнее. А теперь вместе, смотрите, с родителями, да. ХД, видите, употребили ХД, значит, же по Б нам. Нам нин. Так, получается, хайди шохна чазом же по Б нам ХД сагн ще. Мгм. Ну, вот, грамматически Мгм. понятно, да? Я. Пыльцтык. Так, сейчас, подождите. Вот это грамматически, а теперь по стилистике. Хадис шохтан чазом же по Б на хада сагчет. Да, ну, как бы верно, все грамматически верно, вот единственное, вот, пока сиди и думай, как разговаривать с родителями. Ну, если мы хотели бы вот именно русский перевод, да, в принципе, хакасский вариант нормальный такой. Ходи щохтан чазом же. Но лучше не щохтан чазом, а щохтас чазом. Чем отличается щохтан от щохтас? Щохтан и щохтас. Евгений, как вы поясните? Щохтан и щохтас, как бы вы объяснили? Щохтан, чем они отличаются? Не знаю. Так, у нас Наталья выскочила, что ли. Щохтан, это, допустим, я говорю, щохтан, ты говори. И говоришь что-то, да. А щохтас, А, это существительное, наверное. щохтан, это глагол. То есть я говорю, Не, Евгений, чохтас. а щохтас, это тоже глагол. Но щохтас, Разговариваешь. разговаривай. Щохтан, Разговаривай. говори, что-нибудь говори, какую-то речь скажи, да. А щохтас, с кем-нибудь разговаривай. Ты говори что-нибудь. Вот, щохтан. А щохтас, ты кем-нибудь, так, у нас Наталья выскочила. Ты с кем-нибудь разговаривай, общайся. Понятно, да, идея? Мгм. Стык. Поэтому лучше сказать, хайди щохта с чазом же пабанахада сахчет. Как ты разговариваешь, общаешься с родителями. Такая же идея, вот, да? Вот именно общение. Я. Мгм. Вот, то есть тон разговора, да, вот, манеру говорения. Лучше щохтас, хайди щохтас чазом же пабанахада сахчет. Да. А Мгм. вот щохтан чазом, это как бы ты уже сказал, не месин щохтан чазом, что ты говоришь? Это когда, вот, ну, может быть, сам по себе что-то ходит, разговаривает, да не месин щохтан чазом, что ты там сам собой там бурчишь или, да. Тогда уже человек обращенный в себя. Щохтан сам, то есть он сам в себя обращенная речь. Щохтас – это извне с кем-то общаешься. Так. Анна, Кюркиль. ага. Кюркиль. Хуйлар кельтерлербе. Сходи, посмотри, овцы пришли. Ага, вот теперь. Кюркиль, хуйлар триллербе. Так. Ортем, вот смотрите, да. Ну, у вас, я так понимаю, вы все равно, у вас уже где-то опыт, да. Кихтр. Ну, будем проходить этот аффикс. Потом кихтриллербе. Все тут правильно. Кюркиль. Хуйлар кихтриллербе. Сходи, посмотри, овцы пришли. Шахсе. Так, вы самостоятельно все делали, муж вам не помогал? Ничего, минпозом пюнетком. Шахсе, хорошо. Правильно. Ну, на ваших примерах по 48-му уроку. Нет, но все равно как бы предложения уже нормальные такие, осмысленные. А вы 49-й выложили? Там, в общем, у меня порядок, он бы как бы назван был, но я его не записал, один урок я пропустил, забыл, в общем, включить запись, я потом повторил. В общем, вы ничего не пропустили в этом смысле? Все поняла. Угу. Наталью запустили?
Так, что-то не могу понять, она вроде и не просится. Челгыс. Так. Я тут не вижу. То есть... Так, не могу. Так, она пишет, не то. Так. Ну ладно, чешахсен. Ну, а если что, Наталья потом, может, на видео пересмотрит. Думаю, что. Так, давайте мы дальше пройдем. Слова почитаем, хорошо? Вот те, которые мы там проходили в прошлый раз. Сейчас, подождите. Так, по-моему, сейчас вы текст не видите, да? Словник не видите, вокабуляр? Кюрче был? Görünmeyeceğim. Сейчас включу. Так, Кюрчебе. Görünce. Кюрнчия. Я просто тут еще реагирую на Наталью. Так, давайте, Евгений, мы там остановились, по-моему, на 250-м. Сала, сам, по-моему, да? Давайте. Давайте вот начнем с 245-го, Евгений. Sabun. Вот смотрите, по такому принципу, если слово неизвестно, вот, допустим, Евгений читает, да, если, Оксана, вы слово не знаете, тоже прокомментирую, вот это слово я не знаю, допустим, хорошо, чтобы мы остановились на слове и обсудили. Угу. Евгения, давайте чек. Садых орны. Да, такое слово. Плебем. Садых Сочетание. Да. Орн – это место. Орн. Садых – продажи. Садых орны – место продажи буквально переводится. Садых орны – базар, рынок. Садых туразы. Да. Та же самая аналогия. Тура – дом. Садых – дом продажи. Ну, садых туразы – магазин. Это литературное употребление, допустим, да, можно и так сказать, садов турозы, магазин, в принципе, нормально. Но в быту, конечно, мы все равно привыкли магазин, зерпаркиль, да. Редко встретишь хакаса, который скажет садов турозы, зерпаркиль. Как бы хакаса поймут, но употребляется больше в магазин. Так, дальше. Сагын. Так, надеюсь. Сала. Сала. Это знакомые слова, Оксана? Я. Чем? Дальше. Сан. Сане. Саннар. Сари. Сарых. Сарыхсек. Тарахстек Минпельбем. Сарыхсек – это комар, да? Сейчас, подождите, я тут Наталью пытаюсь это... Как желтая муха. Да, буквально это желтая муха, но на самом деле контекст это... Желтая муха, дословно. Да, сарыхсек – это комар. Но буквально желтая муха. Как бы сарыхсек. Реально комар. Сарыхсек – комар. Сарен. Так. Сас. Сас. Ну вот
Болото Бельбем, что? Да, сос второе значение. Похоже, это не второе значение, это амоним. Звучат одинаково, но разные смыслы. Сос болото. Состе малларщущее. В болоте. Ну, сос это не совсем такое болото, да, вот как где можно упасть и погрязть, хотя и тоже, да. Сос, в общем, у нас сос это прибрежное приречное пространство, где еще могут пастись живность. Сос. Дальше. Сад. Сахте. Так, ага. Сегр. Сигзон. Сигзон. Сигас. Угу. Симс. Симс. Значение понятно, да? Толстый. Yeah. Симс толстый. Угу. Син. Так, Синен. твой. Слик. Слик. Красиво. Сирен. Угу. Вот сирен. Бельбем. Сирен. Сирен, старайся. Сирен шахсы угренерге. Старайся учиться хорошо. Шахсы угренерге сирен. Сирер. Сирернен. Так. Согын. Вот, согын. Бельбем. Согын. Да, согын некрасивый. Согын некрасивый. Наталья, вот я прошу прощения, вот что-то было, вот я не знаю тоже, в общем, запись Ага, есть, потом пересмотрите, хорошо видео. Ну, тут слова начитываем. Че? Дальше согын некрасивый. Сол. Сол левый. Сол хол, допустим, левая рука. Сол сари, левая сторона. Ну да, вот сейчас я... Да. Сол сари. Угу. Сол сари. Сом. Сом. Вот, бельбем. Сом. Да, сом. А вот тоже можно запомнить. Сомже. Обычно в газете это слово употребляется всегда, фотография. Сомже, допустим, там Дмитрий Сунчугашев, да, сомже. Сомже – фотограф, тот, который делает фотографии. Сомже. А вот у нас был пример, что сурерга это снимать, ну как фотографировать, и что сурех или как там? Сурерга, снимать сурерга, 2 У. Сурерга. А сурех или сурес нет такой формы? Сокращенно, что как фотография. Сурерга, сур это снимай, 2 У, да, сур. А сур и фото тоже я, сумгасур. Вот сом фотография, да. Сумга сур. Снимай буквально на фотографии, то есть сфотографируй. Сумга сур, сфотографируй. Ну, то есть от сур существительно не образовывается, как, допустим, сыгды рерга, сыгды раз. Тут сурерга, сур. Технически можно организовать, но практики такой не было. А вообще можно. Угу. Понятно, да? Чанандар. Так, давайте так, мы дошли, ну давайте до 80 Чанандар. Сомнирга, не мол. Вот, смотрите, сомнирга, вот опять технически можно сказать, сомнирга, значит фотографировать, но в практике не прижилось. Сумга сурерга сфотографировать. Сомнирга тоже вроде как сфотографировать, но лучше сумга сурерга. Понятно, да, сфотографировать. Я. Сонан. Сонан. А сум купаться. Сугасум. Вот сугасумырга, вот опять сумга сурерга фотографировать. Сугасумырга купаться на воде. Сугасумырга пора, говорят, пойдем купаться. Вот если кого-то зовете, вы не говорите сумырга пора, лучше сугасумырга пора. Пошли купаться. Сугасумырга. Как бы вот эти два слова, они лучше всего, вот, чаще всего употребляются. Сугасу маргапара. Пошли купаться. Че дальше? Сонан. Сонда. Угу. Сох. Угу. Сох. Сох. Смотрите. Сох мороз, а сох бей. Сох, ну в общем. Кемнете
сох, кого-нибудь бей, допустим. Да, ну давайте дальше. Мин или Ага, последнее слово. Сёбре, семья. Так. Ага. Давайте, Оксана, 10 слов, а потом Наталья 10. Хорошо. Сок. Сёк. Распарывать. Да, Сёк. да, Любим. точка хорошо не пропечатана. Сёк. Распарывай. Ну вот, сёк. Типа сёк, ну вот шов. Когда его распарываешь, вот этот шов именно на шов говорит сёк. По шву надо распарывать. Чем? Сёк. Кость. Сёк, буквально кость. Второе значение род племени. Как раз могут спросить. Хайдах сёк тыгзин или хайдах сёк тангзин. Из какого рода? У вас какой хайдик сёк, кстати говоря, Евгений? Сёк шизерба хайдик. Минус сёгом том. Сюда том. Сёгом том. Понятно, да? Том хади, орыстып. Том орстап. Я. Орстап бенджим. Вот Мининг вроде говорят пюрлер, но не... Может быть, да. Ну, возможно, щитопюр. 7 волков. Так, пюрлер я не слышал, но щитопюр слышал. Так, давайте дальше. У нас времени мало. 4 минуты, Алда. Сёс. Сёстык. Угу. Словарь. Пильбем. Сёстык. Шестых словарь. Я. Сур. Вода. Сур. Сурырга. Сур спрашивает, да. Ага. Сурых. Вопрос. Сур вопрос. Угу. Сурых. Сур. Снимать. Вот. Сними. Да. Сур, вот смотрите, снимать в буквальном смысле кибазах сурарга, снять одежду. И сур тоже сумга, снимать, вот тоже идет корреляция, на фотографию снять. Вот эти вот значения. Анандар? Сют. Угу. Сыих. 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 Подарок. Сыих. Мимплюбема. Сыих. Ага. Сыих. Наталья. Так, у нас 3,5 минуты осталось. Наталья. Сырай. Сырай. Так. Сын. Сын, правда. Ол сын чоқтапша. Он правду говорит. Сын чоқтапша. Правду говорит. Так дальше. Сын. Сын. Это уже олень. Морал. Табырах. Угу. Тадылых. Угу. Тайга. Таг. Таланых. Талант. Талантливый. От слова талантливый это как на самом деле с русским языком? Ну, мне так кажется, что это как талант. Талай. Талей. Угу. Море. Талган. Талган. Все знаете, наверное, Талган, да. Тан. Ветерок. Угу. Таныс. Тан. Ветерок. Танос. Танос знакомиться. И вот еще такая, может быть, фраза вам где-нибудь встретится. Танс кзди. Знакомый человек. Танс кзди. Это уже танс становится прилагательным. Какой человек? Знакомый человек. Танс кзди. Так, дальше. То есть это, в принципе, глагол, да? Таныс. Танс в данном случае знакомься. Это глагол. Пукзиден хаде танс. Пукзиден хаде. С этим человеком познакомься. Танс пукзиден хаде. Или я могу сказать ардзумнан танц с моим знакомым. Ну, конечно, лучше сказать танзыпал. И пчемнан танзыпал. С женой познакомься. Или паламнан хаде танзыпал. С моим ребенком познакомься. Танзыпал. Лучше сказать танзыпал. Танцпал. Танцбал в разговоре. Танцпал. Танзыргая. Танзырга. Это знакомиться. Да. Танах. Таннах. Курица. Да. Таннах. Таңды. Тап. Тарыншак. Вот тап. Ищи. Тап. Кля еще синоним есть тап. Допустим, кзитап. Найди человека. Кзитап. Шахсы кзитап. Найди хорошего человека. Или хира кзитап. Найди умного человека. Да. Дальше. Тарынжах.
Наталья. Наталья. Табрах. Тарынжа. Тарынжа. Табрах уже полгон же. Табрах. Да, нет. Тарынжа. Давайте до 10-го дочитаем, а то у нас сейчас время закончится. Чем? Тасте. Бросай. 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 А бросать как будет? Тастирга. Тастирга урта. Ананда. Тасхар. На улице. Тасхыл. Гора или скала. Тигр. Небо. Тигр. Давайте пока... Тигр. Так, тигр, небо. Пока на этом остановимся, 310, да? В общем, домашнее задание будет... Давайте по этой же теме еще раз, где-то по 5 предложений вот, по модификаторам хорошо составим, ну, свободно, как вы сможете. И потом я вот завтра я предложу другую тему, мы пойдем дальше. Чем? Ну ладно, кильгенером еще много спузом. Наталья, там, я не знаю, что было с программой, в общем, на видео можно будет потом посмотреть, там мы читали слова, где было пропущено. Чем? Ну, там да, вашитре, так, че, я чем, и ты хаскунар, позитывасынже.